В начале своего выступления Юнусбек Евкуров отметил, что благодаря деятельности профобъединений можно избежать негативных настроений в коллективе, узнать о проблемах людей и решить их. Надо постоянно в этом участвовать. Здесь странно, почему Минтруд не организует это направление. Мы должны с профсоюзами плотно взаимодействовать. Наличие профсоюзов в каждом трудовом коллективе для вас – это помощь, поддержка. Поэтому обратите на это внимание. И швейная фабрика, и светодиодный завод, и все предприятия, которые есть. Чем у нас занимаются и не только бюджетные организации, но и коммерческие в том числе. Как относятся к человеку. Здесь тесное взаимодействие должно быть как между профсоюзами, так и привлекать для этой работы инспекцию труда. Глава республики обратил внимание на необходимость усиления работы по образованию профсоюзов на новых предприятиях. Ведь те, кто устраиваются на работу, даже не знают о своих правах и возможностях воспользоваться социальными услугами. И здесь в первую очередь важно помочь молодым специалистам на местах. Вчера я посмотрел на этих женщин, они вот с Али-Юрта, с Сурхохов, с Икажева, там, других населенных пунктов. Они с удовольствием хотят работать, учить. Но при этом они не знают своих прав совершенно. Почему? Потому что работодатель им не хочет их доводить по закону права этого человека. То есть, что человеку положено. И здесь я просил бы, там я вчера поручение это дал, обратить внимание на трудовые контракты, которые заключаются. Зарплата прописана, что еще есть? Все социальные льготы какие да, есть. Отпуска, отдых, да. Выплаты, материальная помощь. Да. То есть каждый работодатель должен на себя эти все нагрузки взять. Вопрос, в каких объемах, это другой вопрос, по закону. Но этот контракт четко должен лежать. И с первой секунды, с первого дня, как для этого яркий пример наш сад-гигант Ингушетии, где с первого дня рабочий полностью попадает в этот набор услуг. В том числе трудовая книжка открытая, в том числе пенсионное отчисление. И вчера я у женщин спросил, они даже не знают, что такое вообще. Некоторые работают, как я уже говорил, 4 месяца. Профсоюзные организации должны больше уделять внимание соблюдению трудового законодательства в коллективах вновь открывшихся предприятий, проконтролировать процесс выплат гражданам пособий. Я уже устал слышать эти вопросы, почему не выплачивать там детские пособия на ребенка, почему не выплачивать там многодетным семьям пособия. Во-первых, есть в законе прописанные федеральным законом вещи, а есть возможности региона. Есть в законе прописанное, которое рекомендуется регионам при наличии средств. Но надо же Минтруде это все высветить, Минобры, Минздравия, все высветить людям, показать, что им положено. То есть у нас прописано детские пособия там, до 100 миллионов рублей у нас там получается, где-то там 100 с копейками. Значит, небольшие деньги, но в сумме они складываются такая вместе хорошая сумма. Что детей там, к счастью, много. И мы там договаривались, решали, там, если каждый месяц Минфин не может их выплатить, то накапливать их раз в квартал, они должны быть выплачиваться. И для матери удобно, когда 300 рублей, если на одного ребенка, а 600 рублей на 3 детей накапливается, она сразу получает раз в квартал какую-то там сумму, там более. То есть она планирует эти деньги. 100 рублей получила, что она с них сделает? А тут хоть как там деньги получают, для ребенка хоть что-то купить. Я не думаю, что матери будут против этого. Но тогда надо это довести до всех, объявить всем. О том, как решались социальные вопросы на уровне объединенной профсоюзной организации, рассказал председатель профсоюзов региона Закри Мамилов. По его словам, общее количество членов профсоюза увеличено до 20 тысяч человек. Остается нерешенным вопрос создания профсоюзов МВД, МЧС и войсковых подразделениях. В деятельности своей мы прежде всего опираемся на развитие, всемирное развитие социального партнерства. Это имеется в виду заключение коллективных договоров, заключение соглашений, направленные на взаимное обязательства профсоюзных организаций и работодателей по обеспечению трудового права коллектива, по обеспечению достойной заработной платы, выплаты всех имеющихся льгот, гарантий, отдыха и так далее. У нас практически
все трудовые коллективы, где есть профсоюзные организации, в том числе наши бюджетные организации, имеют свои коллективные договора. В республике заключено 15 отраслевых соглашений. Председатель профсоюзных организаций отметил, что профобъединение под постоянным контролем держит вопросы своевременной выплаты заработной платы. По всем фактам срыва принимаются оперативные меры. Глава республики поблагодарил их за плодотворную работу и помощь в урегулировании ситуации с задержкой заработной платы. Хава Султыгова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамзан Ахильгов. Новости 24.